Я вышла замуж. Все в шоке, короче, от меня, и я вообще сама от себя в шоке. Я не думала, что моя жизнь настолько изменится и перевернется вот просто с ног на голову. Страшно выходить во второй раз? Ты никогда не знаешь, что будет у тебя завтра. Можно ли сказать то, что эта ситуация заставила вас повзрослеть? Какая-то ситуация в жизни твоей, она не может пройти бесследно, да? Она по-любому оставит след в твоей жизни и заставит тебя поменяться. Мгм. Либо в лучшую, либо в худшую сторону. Что важнее, дружба или любовь? Я знаю людей, которые не испытывали любовь. Любовь, она вообще правит вообще всей жизнью, всем миром, вселенной, всем. Какой должна быть женщина? Она может быть разной. Есть женщины властные, есть женщины нежные, есть мягкие, есть хитрые, есть коварные. То есть настолько все разные. И в этом-то и вся и прелесть. Если бы все женщины были одинаковыми, мужчинам было бы скучно. Здравствуйте, дорогие подписчики нашего YouTube-канала. Добро пожаловать на новый выпуск. Сегодня у нас давняя гостья, которая у нас уже была. И специально для нас, подписчиков, мы оставим ссылку на тот самый выпуск, который мы скрыли из-за плохого качества, и он будет в описании. И сегодня у нас в гостях Аяна Касымова. Добро пожаловать. Здравствуйте, Нурсит. Очень рада вас видеть. Как ваше дело? Столько лет, сколько здесь. Да. Последний раз я была года 2 назад, наверное, да? Да, У нас был очень-очень интересный выпуск, но в последнее время я его почему-то не нашла на вашем канале, наверное, его скрыли. Скрыли, да. Ну, тогда был вообще другой уровень. Сегодня я пришла сюда на студию и прям удивлена качеством работы, уровнем Спасибо работы. Супер молодцы. Не, на самом деле, это первый опыт, когда я вижусь с гостями, которые были до популярности, после популярности, да, нашего YouTube-канала, и это же прям целая история. Это целая история, да. Тогда мы разговаривали о целом пути вашем, да, вот о Да. дискографии, да, Да. какие песни были. То, чего до сих пор нету ни на одном интервью. Да, да. Почему-то никто из интервьюеров, да, каких-то сильно не углубляется вот именно в творчество, да, там какие-то в основном поверхностные вопросы задают, там, как дела, как творчество, и все, в принципе. И ни с кем я, как с вами, например, не углублялась в свое творчество на интервью, на подкасте. Вот это тоже одна из популярных тем. Да. Как вы думаете, это проблема в нашей журналистике? Я думаю, что да, потому что на скольких интервью я была в своей жизни, да, на скольких подкастах я была, очень мало кто прям хорошо готовится к интервью. То есть журналист должен понимать, да, и знать, кто перед ним сидит, и какой у него был путь, изучить биографию, семью, творчество, да, и в этом проблема журналистов сейчас, потому что некоторые вообще мухлюют, там, халявят и что-то там поверхностное опять спрашивают, но ничего глубокого в итоге из интервью не получается. Вот как раз-таки здесь, чтобы вот ощутить всю эту глубину, переходите по ссылке, посмотрите тот Да. самый выпуск, поностальгируйте. Это вот наш с вами подкаст первый был вот прям моим любимым. И Нашим очень тоже. много классных отзывов я получила после нашего подкаста, и вообще было очень интересно поболтать. Знаете, вот как раз-таки хочется одну из тем, которую мы там не дораскрыли в первом подкасте, но очень хотелось бы, это вот что я его пересмотрел и понял вот одну классную вещь. У вас всегда какой-то позитивный взгляд на жизнь. Да. Вот что бы ни случалось, а в вашей жизни, поверьте, много что случалось, да? Это да. Вот интересно, у всяких людей своя какая-то стержень, не знаю, там, своя опора, на что он опирается, и смотря на это, он все трудности проходит. Что является для вас опорой сейчас на данный момент? Наверное, это всегда было моим творчеством. Моя семья, мои друзья. Я на самом деле очень-очень горжусь своим окружением, я горжусь своими друзьями, своей семьей. Это вот моя, наверное, главная опора. Потому что я знаю, что бы в моей жизни ни случилось, эти люди будут рядом со мной, они будут на моей стороне, и они будут меня поддерживать. Их не так много, но они есть. Про поддержку. Да. В тот самый период, все понимаем, про какой период, вы же сильно нуждались в поддержке. Да. Получили? Колоссальную. От всего Кыргызстана. Вот просто колоссальная поддержка была. И от друзей моих тоже. И вот это прям очень ценно.
очень ценно. А были ли случаи, когда, допустим, вы, наоборот, очень сильно огорчились в некоторых людях? На самом деле, прошлый год, 24 год, был таким, можно сказать, переломным, да, в моей М, жизни. Я и потеряла очень близких мне друзей. Ну, потеряла в смысле своего поля, но и обрела очень многих людей, м. очень, которые сейчас уже мне очень близкие, да, Ну, которых я очень ценю и чего люблю. томить-то, да, наших зрителей? Ну, вот много что поменялось в вашей жизни. Много чего поменялось. Это вообще вот реально 24 год, такой год трансформации был для меня. Я поменяла, можно сказать, буквально все в своей жизни, и это так, естественно произошло. То есть я никогда, к таким переменам не стремилась. То есть жизнь сама как-то так, обернулась, что ли. Вот, здесь интересно, знаете, не спросить, как она обернулась, а услышать историю всего этого происхождения, потому что, ну, вот вы из медиа пропали. Ну, так, имею Ну в виду, так, интервью, да. да, Появлялись где-то, но в да. большинстве пропали и даже что-то как будто бы скрывали. Вот, думаю, нужно точку отсчета начать с того периода, да, где как раз произошла та самая история, и вот оттуда вот начать, что происходило поэтапно. Думаю, всем будет интересно. А, ну, блин, с чего бы начать? Ам, С позитивного. Вообще прошлый год, начался у меня, ам, Со слез? да, с какого-то разочарования. У меня была подружка, с которой я дружила, около 10 лет, и, наша дружба внезапно вот так оборвалась, и это было очень для меня тяжело, можно сказать. Я переживала это тяжело. Ещё я вообще такой человек, который очень постоянный, да. Я не люблю менять даже условно там, мастеров своих по там маникюру, по всяким бьюти-процедурам. Подкасты, да? Подкасты тоже не люблю менять. Да. И, мне нравится постоянство в жизни. То есть, и этот человек был настолько вот постоянным в моей жизни, что вот, для меня было очень сложно переживать именно этот момент. Но потом это все ушло в позитив, конечно. А давайте, я, как Да, всегда, да, люблю перебивать и вот углубляться в тему. Вот как раз-таки дружба, да, да. про женскую дружбу. Есть же много стереотипов в том, что его не существует. Как вы на это смотрите? Я думаю, что она существует. Даже А, после этой ситуации вы вот верите в это? но я не думаю, что мужская дружба намного крепче, чем женская. Ой, Давайте я начнем с на этого. нарезке, да, пошли. Это все зависит от людей. Какой у тебя человек, да? То есть не зависит от пола, вы Не имеете в виду? зависит от пола, да. Вообще, я думаю, что не зависит. Например, у меня лучший друг, он мужчина. Это мой лучший друг, с которым мы, встретились еще на первом курсе, и вот с тех пор прошло уже почти М, 10 лет. Мы с ним, вот наша дружба каждый год становится крепче. И есть у меня еще и подруги, с которыми я очень много лет дружу, и наша тоже дружба с каждым годом становится все крепче. То есть Существует дружба между мужчиной и женщиной? я думаю, что да. Почему нет? Но если, допустим, представить, что в один день это все разрушится вот каким-то грустным печалью, вы перестанете верить? Ну, я тот человек, который, наверное, сейчас уже готов, ко всему, что может произойти в жизни. Э, То же самое и с моей подругой, да, с которой мы М, перестали дружить. Я думала, что этот человек будет до конца вот моих дней, да, со мной. Но вот просто в один момент все может обрушиться, и так может быть со всем, что у тебя есть в жизни. И с семьей, и с друзьями, и со второй половинкой, да. То есть, в любой момент жизнь может подготовить для тебя какие-то там сюрпризы, к которым ты должен быть готов. Можно ли сказать то, что эта ситуация заставила вас повзрослеть? Какая? Ну, то, что вы потеряли друга, вот видите, вот сейчас говорите то, что Эм, вот смотрите, то, что готовы потерять все. ну, вообще, я пришла к такому выводу еще давно, когда переживала свои сложные времена. Но да, это, повлияло на меня. Я стала действительно смотреть на какие-то вещи по-другому. Ну, какая-то ситуация в жизни твоей, она не может пройти бесследно, да? Она по-любому оставит след в твоей жизни и, заставит тебя поменяться Мгм. либо в лучшую, либо в худшую сторону. Это уже, тебе решать. Либо ты становишься озлобленным, у тебя копится дофига обид,
либо ты, наоборот, это превращаешь в позитив и благодаришь человека за то, что он был в твоей жизни, и отпускаешь его с благодарностью. И как это сделать? Ну, мне это помогает делать мой психолог. Я очень ее люблю, она уже как часть моей семьи, да. Ам, То есть иногда ты просто не знаешь же, как реагировать на какую-то ситуацию, и в этом мне, допустим, помогает мой психолог. Я просто иду и говорю, вот у меня такие-то чувства, я не знаю, как их перебороть и как на них правильно реагировать, да. М, Помогите, пожалуйста. И просто каждый раз, когда я от нее выхожу, у меня в голове как будто все по местам вот так встает, по полочкам, да, и я уже знаю, как на это смотреть и как будет правильно. Без психолога сложно? Я думаю, что каждому человеку нужен психолог. Да? Я думаю, что да. Вот, допустим, в моей жизни никогда ни разу не было психолога. А, Пригодится, да, скажи? Пригодится обязательно, потому что у любого человека есть такие вещи, которые его в глубине где-то, они волнуют его. И он не знает, как с ними иногда справляться, как М, справляться, например, с каким-то внезапным чувством, не знаю, тревожности, да, м. волнения какого-то этого. У каждого человека такое бывает. И я думаю, что таким образом человек может проявлять любовь к себе, М. любовь к своему внутреннему состоянию, своему психическому состоянию. Это очень важно. Вот, на самом деле, у нас же разные гости приходят, Да. я же разные ответы слышал. Всегда было интересно, у нас же очень мало девушек приходят на Мгм. подкаст, и у вас такой оригинальный ответ, да? И интересно это изучить и дальше углубиться. Но предлагаю продолжить рассказ. Да. Потому что сейчас еще в этот в лайт-подкаст превратился. То еще плакать начнем. Ну, блин, не знаю, что случится в ближайшие 2 часа. Постараемся не Не, плакать. давайте вот так. Вы готовы плакать? Да, Базарчик. я люблю плакать. Я люблю плакать. И вообще я очень эмоциональный человек. Я иногда что-то очень даже близко к сердцу воспринимаю. И даже там какие-то фильмы, сериалы, я просто могу поплакать. Можете на фон сериал поставить? Что Нет, хайп давайте разогнать. попозже. Попозже, да, Да. поплачем, окей. Давайте сначала тогда расскажем тогда историю. Каждый мечтает петь, рисовать и создавать что-то новое. Но знаете, где сейчас скрыт огромный потенциал для творчества? В IT. Программирование — это не просто код. Это возможность создавать сайты, мобильные приложения, игры и анимацию. Это свобода работать откуда угодно и зарабатывать в разы больше, чем в других профессиях. И это не просто слова. В кыргызскоязычном IT-центре Окурмен обучение проходит по уникальной методике Гапыра Мадаминова, проверенный временем и дающий реальный результат. И вот преимущество Окурмен. Первое. Опытные преподаватели, которые объясняют все простым и понятным языком. Второе. Бесплатный английский в подарок, чтобы вы могли работать с международными клиентами. И третье. Это личная подготовка к трудоустройству от Бигтена Джумрза, специалиста, работавшего в Apple. Сегодня IT — это не просто работа, это возможность жить так, как вы мечтаете. Хотите зарабатывать и творить одновременно? Записывайтесь на курс Охрумен прямо сейчас. Ссылка будет в описании. Вот, на чем я остановилась, да. Потеряли, начали бороться с этим, уже Да, лучше стало. да. Потом что Потом случилось? потом, я вышла замуж Вот. в начале прошлого года. Я вышла замуж, это тоже был такой, а, ну, не знаю, такие перемены были в жизни. Страшно выходить во второй раз? Да, страшно выходить замуж, но, опять же, ты никогда не знаешь, что будет у тебя завтра. Ты никогда не сможешь это предсказать или предвидеть. А, и я думаю, что в этом случае я шла просто на зов сердца своего. А как это вообще получилось? Блин, я вообще не думала, что я в прошлом году вышла бы замуж. Не думала до этого. Ну да, получается, А, 2 года назад интервью, где вот произошел Да, развод, и да. сейчас подкаст про то, как Да, это вообще все в шоке, короче, от меня, и я вообще сама от себя в шоке. Я не думала, что моя жизнь настолько изменится и перевернется вот просто с ног на голову. Ам, Так получилось. Встретила человека. как так?
Вот это вообще, это произошло супер, просто незапланированно и внезапно, что я была с подругами в заведении, еще и не в Бишкеке, это было в Алмате. М. И человек меня увидел. Я тоже его увидела, и как-то мы посмотрели друг на друга, но мы не знакомились, короче, в этот день. Взглядом Вот пересеклись. просто вот я помню, я его видела, и он меня тоже, оказывается, увидел. На следующий день я уже была в Стамбуле, я уже была в Турции, и он мне написал, говорит: «Здрасте, можно там выпить кофе с вами?» И я сказала, что я уже не в стране. К сожалению, у нас не получилось тогда встретиться, но мы продолжили, поддерживали М. связь, разговаривали, общались. И вот так получилось, что я после этого через год вышла замуж. Обычно после развода очень вот остается травма у многих девушек, женщин, то, что они никогда больше в жизни ни разу не выходят замуж. Да. Почему вы все-таки осмелились выйти во второй раз замуж? И вот что послужило гарантом стабильности и то, что в этот раз будет все по-другому? Никто тебе никогда не сможет гарантию такую дать, что он сделает вот раз и навсегда тебя счастливой. Мгм. Я просто, наверное, не переставала терять веру в людей, в хороших людей. А, вот просто верю в лучшее, верю в самое хорошее, самое лучшее. А не думаете ли, что это очень по-детски? И не боитесь ли то, что вот это может привести к плохому исходу? Опять же, мы не знаем, что произойдет завтра. Мы не знаем, что будет через год, через 2, через 3. Это вообще никому не понятно. Но я не думаю, что это детская позиция. Ага. А, Дети, наоборот, я думаю, что после каких-то обид, разочарований закрываются в себе, перестают доверять кому-то. Да, вообще людям, всем. Да, а я к этому отношусь иначе. М. И я не перестаю верить в хороших людей, я не перестаю верить в хорошие моменты, и я не перестаю верить в то, что я буду счастливой. Вот, а вера-то должна откуда-то исходить. Это с каких-то понятий, допустим, из какой-то истории, где вот вы приняли решение, то, что надо верить людям. Наверное, пришло это от моих родителей. Моя мама всегда говорила: никогда не обижайся на людей, потому Мгм. что обида не приводит, в конце концов, к болезням, к плохому самочувствию. То есть от твоих обид страдаешь только ты. Мгм. Никому это вообще не важно, кому-то там никто не будет этого вообще замечать или переживать об этом. То есть от обид страдаешь только ты. М. И она меня всегда учила с детства: никогда не держи обиду ни на кого. Даже у меня есть тайкешка мой, который очень много лет читает намаз, он очень много лет в вере. И он мне всегда говорил: в мусульманстве, допустим, нужно прощать людей, вот намочить платочек, М. повесить его, и пока этот платочек высохнет, ты должен вот решить все проблемы и отпустить, простить человека. М. То есть вот с какого угла бы ни посмотри, обижаться — это очень плохо. И я, наверное, с детства себя приучила просто, не обижаться на людей и принимать их ну, ситуация произошла, но что ты можешь с ней уже сделать, да? Она произошла, это случилось, и ты не можешь никак на это повлиять больше. Ты либо обижаешься, уходишь в себя, уходишь в депрессию, либо ты живешь дальше и отпускаешь эту ситуацию, и все. Вот не могу, да. Я решил себе дать слово, то, что я не буду много говорить. Но сейчас я тоже хочу вот кое-что интересно рассказать. Это научно доказанная, да, вещь. Тоже вот, раз уж сказали, в религии нашей, наш пророк говорил то, что 3 раза: не обижайтесь, не обижайтесь, не обижайтесь. Потому что, оказывается, вот весь негатив, это вот щас же очень много исследований есть вокруг негатива. Когда мы держим себе в мозгу, в голове негатив, это как бы вот реально передается людям, и мы этот Да, негатив получаем себе обратно, да, и по итогу живем несчастливой жизнью. да. В итоге, говорю, страдаешь от этого только ты. Всем, вот никому дела нету до твоих обид, до твоих там всяких внутренних, войн, да. Это только в тебе все. Вам дарили цветы? Конечно. Самый ваш запоминающийся букет? Мне как-то подарили 501 розу. М. 501 розу. Это
букет был ужасно тяжелый, очень тяжелый. Я его не могла до дома дотащить. От кого был М, букет? а, От моего поклонника. Даже в рекламную интеграцию вы, хочу... Дайте завершить. Что означают цветы для девушек? Внимание. Я думаю, что цветы — это такая возможность проявить свое внимание. Мгм. А для девушки это возможность почувствовать себя женщиной, М, почувствовать себя такой девочкой. И вот эти ощущения, именно ощущения важны м. в том, чтобы вот подарить цветы. Вот недавно вот мы с другом тоже общались. У меня Ата и Айвара, друзья, открыли цветочный магазин Да, AI Flowers, и они вот мне сказали очень классную ценность. Цветы — это не только внимание, это еще память. Память о том да. дне, о том прекрасном дне, и девушки получают цветы и фоткают, и эта фотка остается с ними на всю жизнь. Я вам скажу больше, знаете, у меня есть даже такой блокнотик М, с гербариями. м, Я делаю из них гербарии. Из каждого своего букета я отрываю какой-то цветок и м. засушиваю его. И Вау. пишу дату и от кого были цветы. А, У меня есть такой блокнот. Слушайте, тогда у нас супер возможность. Али, следи за камерой. Мы для вас подарок приготовили. Все, Нурсин, я буду, я буду хранить. О, какой букет красивый! Так, подкаст изменяется в другом русле. Все, подарили цветочки. Атая и Айвара, это даже не больше реклама, они хотели показать любовь. Я то, что, знаю Айвару и Атая. да, они вот как Да. раз услышали то, что у нас подкаст с вами, и они решили вот такой прекрасный букет вот для вас сделать и подарить. Спасибо. Для того, чтобы вы запомнили этот подкаст. Обязательно. Так, Теперь оба. точно запомню. Спасибо. Кстати, гортензии — мои любимые цветы. Одни из самых Они любимых. знали, что ли? Я не знаю. Угадали. Молодцы, молодцы. И вот хочется добить, сказать то, что самое лучшее, не только внимание, а на память что-то оставлять, цветы букетом. И вот, надеюсь, мы у вас остались в памяти, Спасибо, очень приятно. сделали Очень приятно. пользу для наших друзей. AI Flowers — цветы для лучших AI воспоминаний. Flowers. Вот, вы перебороли, поверили, Да, вышли. да. Какие ощущения? Но в этот раз все было как-то без вычурности какой-то, да. Это мы просто пошли и расписались. Все. М, Без свадьбы, без... Без свадьбы, без ничего, без вот ничего не было такого. Просто мы поняли, что хотим быть друг с другом, и М. все. Какие слова говорили ваше окружение? Что они говорили вообще по поводу этого? Они все были рады за меня. Все меня поддержали, и в любом случае это моя жизнь. И мне жить с человеком, и мне дальше э, в- это мое решение. И мои близкие знают и уважают мое решение и мою жизнь. Вы же знаете, почему я задаю этот вопрос? Да. У нас, как в Кыргызстане принято. Если вот один раз вышел замуж, во второй раз это уже вот как-то по-другому относятся, да, вот какие-то стереотипы вешают. Никто не... Вот говорят то, что больше тебя никто не возьмет. Вот Да, много были таких... такие слова. Были такие слова, конечно. Насколько это сильно вас трогало? Вообще никак. М. То есть, это, наверное, еще даже, знаете, в силу моей профессии, сколько лет я вот в медиапространстве, да, в шоу-бизнесе, я столько слов разных слышала в свою сторону, и столько слухов разных слышала про себя, что у меня уже, и мы об этом говорили на первом подкасте, Да, что у да. меня уже образовалась какая-то вот прочная, твердая броня. Тонкая кожа, как у политиков. Да. И я, как бы я не воспринимаю критику извне какую-то, да. М, Не то, что критику, какие-то слова, которые вот... м, Ну, человек сидит на диване, ну, он сказал и сказал, он об этом не думает. Почему я должна думать о его словах, да, допустим? То м. есть, я не знаю, я на это вообще как-то особо внимания не обращаю. Может, я привыкла к такому. Ну вот, наверное, есть же что-то вот вас ранит. Да, меня могут ранить слова, но слова тех людей,
которые мне близки, наверное. Ну, слава богу, близкие поддержали. Близкие всегда на моей стороне, я это знаю. Вот как построить окружение близких, которые поддерживают тебя? Ну, Не, у это, нас уже наверное... терапия, да? Это все изъявление одного человека, блин. Он у меня в голове сидит. Нет, на самом деле в моей жизни раньше была куча разных людей, и вот мне всегда родители говорили, даже тем, чем ты старше Мгм. будешь становиться, тем твой круг друзей будет сужаться просто, сужаться, и в конце там останется, ну, 2, может быть, 3 людей, которые действительно будут тебя любить, У вас сейчас поддерживать. 2-3 друзей. Да, у меня нет много друзей. М. Ну вот, допустим, лет 5-8 назад их было намного больше. У меня был просто огромный круг друзей, но с годами кто-то исчезает, кто-то там заводит семью, кто-то переезжает, кто-то еще что-то, да. То есть твой круг становится уже, 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 и в конце там остаются самые верные, избранные. Вы же вышли замуж, и, может, вас тоже потеряли. Ну, нет, я бы не сказала, потому что в любом случае я живу сейчас на 2 страны, конечно, я временами теряюсь, и я не в стране, но всегда есть и телефон, соцсети, WhatsApp, все что угодно, чтобы поддерживать связь. Интересная тема, 2 стороны. 2 стороны, 2 страны. Да, я, кстати, уже на протяжении, наверное, 1,5 лет живу на 2 страны, потому что мой супруг там живет. Это Швеция, Европа. Могу ли спросить, кто он по национальности? Он кыргыз. Кыргыз, да. Крутой кыргыз, да? Ну, для меня крутой. А, Не, Не знаю, как для если он остальных. швец, ну, крутой кыргыз. Чё. Нет, он просто там с детства. Даже Да, так. он с детства там. И вот поэтому я теперь на 2 страны. А как это вообще происходит? Ну, получается, ваш муж, он постоянно там находится? Нет, конечно, он прилетает тоже Вы сюда. вместе тут прилетаете, улетаете? Мы можем прилететь вместе, я могу там остаться на там месяц-два, А, он может улететь, там работать, и я потом прилечу. Ну, как-то мы это все обговариваем, договариваемся заранее, кто сколько где будет находиться. Ничего себе, вот это темп Да, жизни. да, потому что, ну, у меня здесь работа, у меня М. здесь вся моя жизнь, которую я строила, да, на протяжении 25 лет. И он это понимает и уважает, и поддерживает меня. Он понимает, Мгм. что у меня здесь есть проекты, у меня здесь есть работа, мои друзья, моя семья. Вот. Как раз таки контраст, да, вы сказали, поддерживает, ваше творчество уважает. Да, да, Это, наверное, походу, был одним из главных факторов. конечно, очень важным фактором. Этот человек, он просто всячески меня мотивирует еще. Там, Ну, продолжать больше м, заниматься да, творчеством. говорит, давай, делай, давай, ты сможешь, давай вот это сделай, давай вот так сделаем, давай. М. То есть человек полностью тоже вовлечен, да, в мою жизнь, в А, мое творчество, в мою работу. Он всегда пытается вникать, там, чем я занимаюсь, как я делаю свои проекты, что я делаю. То есть это было очень важно для меня. Интересно, каково жить в двух странах? Ну, допустим, мой темп жизни, он абсолютно другой там, чем здесь. Здесь у меня постоянно вот это там, я как белка в колесе, да, вот такая. Бегать Бегаю, туда. бегаю, 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 там я домохозяйка. Вау. Как-то так. И моя жизнь резко вот так просто меняет свои темпы. В одной стране домохозяйка, в другой Да, певица. карьеристка, певица. Карьеристка. Вау. Да. Каково жить двумя жизнями? Ну, блин, на самом деле это ты классно перезагружаешься, да, там. У тебя есть время А, отдохнуть, почитать, заняться спортом. У меня там есть сыночек мой, моя собака. Ох, мы думали сейчас, ну ладно, собаку мы вырежем и сыночек оставим, ну нормально тоже. Да, у меня появилась, кстати, вместе с моим супругом собака появилась. Это просто отдельная тема, моя отдельная большая любовь. Вот и почему-то я никогда не думала, что я настолько сильно полюблю какое-то животное, да, потому что, ну, у меня не было домашнего животного. И у нас собачка же обычно двор охраняет. У нас не собачка, у нас Нет, ит. вот, например, когда я вот начала встречаться со своим супругом, я
когда узнала, что у него есть собака, я думаю, господи, как я буду с ним жить. Он же еще домашний, он, то есть, дома живет вместе с нами. Я думаю, это же грязно, это же вот оно воняет, это же надо, блин. Для меня это было суперсложно. Да. А он мне всегда говорил, вот прилетишь, ты его полюбишь. Прилетишь, вот ты его полюбишь. Так и получилось. Я прилетела, первые там несколько дней я была такая, у меня вот стадия отрицания, да, какая-то была. Но через месяц я просто не знала, как я без него буду жить. Это он настолько ласковый, он настолько вот, сладкий. Я не знаю, я, может, фотку вам скину, ставите куда-нибудь. Это просто отдельная моя любовь. Как вы думаете, если бы вы не полюбили собачку, он бы отказался от собачки? Я думаю, что нет. Потому что собака с ним уже 9 лет. Там же либо собачка, либо я. Нет, я бы не поставила его перед таким выбором. Это, наверное, Я бы просто заставила бы убрать, да? Наверное, вопрос больше был бы ко мне, готова ли я к этому, да? Но это просто вот случился махаббат такой, случилась любовь, и все. Я теперь сама не знаю, как я без него буду жить. 2 вопроса. Первый. У вас в семье матриархат или патриархат? Моей с мужем? Да, у вас... Нет, главный мужчина, конечно. Мгм. Конечно, мужчина. И второй вопрос. А я бы и не хотела быть главной в семье. Это же странно. Это же мужчина, он берет ответственность за свою семью. Он должен... Этими мужчина, да? Конечно, он этим мужчина, да? И я бы не хотела бы тянуть свою семью на себе, как женщина. То есть я считаю, что я выполняю свою женскую роль очень хорошо. Вы сказали, что вы там домохозяйка, а здесь карьеристка. Где больше нравится? Это вот сложно найти в этом баланс. Но я пытаюсь его находить, потому что я такой человек, который всю жизнь работал. Я работаю с 15 лет. И сложно просто взять и переключиться на другую жизнь свою, да? Спокойную, размеренную, готовить ужины для мужчины своего, встречать его с работы. То есть это, вот я же говорю, это абсолютно разный темп жизни. Это просто вот я раз, и я как будто в другой вселенной оказываюсь. Но я понимаю, что семье тоже надо уделять время, внимание. Но вы так и не ответили на вопрос, где вам больше нравится? Мне нравится везде. Мне нравится и там, и здесь. А по внутренним ощущениям не было такого, что вот хотелось бы здесь подольше остаться? Там, вы же понимаете, здесь карьера, туда-сюда бегать, крутиться, а там это спокойствие, домашний уют. Нет, я не ловила себя на такой мысли. Нет. Я же говорю, я стараюсь это все балансировать как-то. И у меня есть по-любому в голове какой-то расчет-просчет, да, такой. Так, я буду там 2 месяца условно в Кыргызстане, мне надо сделать то-то, 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 это. Я отработаю свое, я полечу отдыхать со своей семьей. Я буду с ними, вот все мое время будет посвящено им, я буду заботиться, там, любить их. Вот. Говорят, что баланса не существует, что рано или поздно придется выбрать. Конечно, Если да. вам придет этот выбор, вы что выберете? Конечно, семью. В любом случае у меня есть такой примерный план на ближайшие 5 лет. План на жизнь, да. План на жизнь, да. Но я бы хотела и свою карьеру развивать и там. Вообще, моей самой большой мечтой на данный момент, да, это поучаствовать на Евровидении. Как первая кыргызка на Евровидении. Вот мы вроде даже это обсуждали в первом подкасте, но я что-то забыл, но что-то про Евровидение было. Да. Вот тогда я понятия не имела, что я буду жить в Швеции, когда у нас был первый подкаст. А сейчас это кажется как будто более-менее реально, да? И вот ближайшие 5 лет я все-таки хочу попробовать себя там. Вот интересно, что нужно, чтобы попасть на Евровидение? Я, если честно, еще не разобралась в этом. Это просто мой план такой, к которому я буду идти, да, потихонечку. Но уже цель есть. Да, уже есть какая-то цель, есть какое-то видение того, что я бы хотела.
видеть в своей жизни. М. Вот. Вот, допустим, знаете, вот если был бы выбор такой, мне все-таки интересно сравнивать это все. Если был бы такой выбор, попасть на Евровидение, а, либо выбрать семью, что бы вы выбрали? Ну, в любом случае Если надо выбрать побеждает одно, только семья. даже мечта не стоит семьи. Ну, я думаю, что если твой человек тебя любит, он готов тебя поддерживать и быть на твоей стороне, он Мгм. тебя никогда не поставит перед таким выбором. Он будет рядом, он скажет: поехали на Евровидение, пойдем. Он Из возьмет тебя первых за рядов. руку и потащит туда. И скажет: я с тобой, все будет хорошо, ты сможешь. И я думаю, что у меня именно такой человек рядом. А Яна, учитывая Евровидение последних лет, не думаете, она дискредитировала ли себя в плане традиционных ценностей? Я думаю, что да, есть такое. Но опять же, это такой резонанс в разнице, да, странах, в менталитете. То есть в Европе, что есть норма в Европе, допустим, у нас никогда не будет считаться нормой. То есть это вот тоже во взглядах разница какая-то, да, в религиях, может быть, в менталитете Ну обязательно. и мне кажется, вас салют просто потому, что вы кыргызка. С мужем приехали на Евровидение. Сразу первым же... Нет. Нет, я не думаю. Например, а, вот прошлая победительница, да, Евровидения, она тоже была от Швеции. Ларин побеждала не один, а 2 раза уже. И я не думаю, что вот есть какой-то там национализм, да, или расизм какой-то, который присутствует там. Мне кажется, там может поучаствовать абсолютно любой человек и М. попробовать себя. Хочется в это верить. Хочется в это Верится. верить, да. Но я вот Трудно. опять же не знаю, что будет. Да, опять же возвращаемся Да, к есть началу. какая-то мечта, какая-то цель, какое-то видение, но ам, я пока не знаю. М. Вот. Вы говорите то, что про возможную дружбу между мужчиной и женщиной, да? Возвращаемся. Да. И учитывая момент такой, для замужней девушки совмещать дружбу с мужчиной Мгм. каково? Учитывая, опять же, тот факт, что Давайте проще, да? Да, Не ревнует ли? Нет. Ну, это заранее, конечно, обговаривалось. Все обговаривалось. И мой супруг, допустим, очень уважает моего лучшего друга. Он М. Вообще такого не было, что там как-то враждебно кто-то о ком-то высказывался. Надо у него лично спросить, да? да. В предыдущем вопросе я просто не до конца задал Ага. свою Да-да. мысль. Сори, хочу. Да. Учитывая тот факт, что есть такая мысль, да? Между мужчиной и женщиной, когда есть дружба, один из них влюблен. Как вы можете это опровергнуть? Ну, если бы кто-то из нас был влюблен, я думаю, что за 10 лет дружбы это как-нибудь бы проявилось. Да? Ну, Но нет. вот обычно девушки же очень часто не ставят френд-зону и не понимают. Может, вы не понимаете? Нет. Такого никогда не было. Напишите в жизни. комментариях свое мнение насчет этого. Как вы думаете, вообще существует, не существует, чтобы вот понять, потому что это вечная тема. Ну, а вот на тему того, что нормально ли это или нет, это, конечно, должно обговариваться с любимым человеком, да. Ну, может, для него это ненормально. М. Ну, как бы это все, в моем случае, это все обговаривалось, это все было обговорено и не раз. А если бы он сказал, что это для него ненормально, что было бы? М, Бай-бай, лучший друг? Или бай-бай, парень? Я не знаю, как бы я себя повела в такой ситуации. Сложная ситуация, да? Да, очень сложная ситуация, потому что, это сложный выбор. Ну, наверное, опять же, семья была бы. Тогда вы опровергаете своей же фразы, то, что между мужчиной и женщиной бывает крепкая дружба. Ну, если бы, допустим, у моего друга появилась бы девушка, и она была бы против, и если бы он мне сказал, типа: Аяна, прости, я очень ценю, люблю все, что мы за эти все годы пережили с тобой, да, но вот я вынужден выбрать свою семью. Я бы его полностью поняла бы, поддержала. М.
То есть как можно даже на это обижаться, да? Если М. вы действительно друзья, вы Должны уметь понимаете, и, отпускать. конечно, это очень важный аспект, я думаю. Если вас Кычык достанет, вы можете после эфира подраться. Я была готова Да? таким образом. Вопрос. Ш- Вот что важнее, дружба или любовь в жизни вообще человека? Есть люди, которые не верят в любовь, они живут дружбой. И есть люди, которые наоборот. Я знаю людей, которые не испытывали любовь именно к противоположному полу, да? Или вот, ну, есть любовь к родителям, есть любовь к дружбе, к другу, есть любовь к партнеру, есть всякая разная любовь. Но я знаю людей, которые, вот, допустим, ни разу в жизни не влюблялись. Прям настолько сильно, чтобы там голову потерять, да, вот такое. М, Такой любви они никогда не испытывали. И я думаю, что без любви невозможно построить ни дружбу и ни отношения какие-то. м. Любовь есть везде. Она вот всесущая, всеобъемляющая такая любовь, она есть везде. И я не думаю, что это правильно вообще разделять любовь или дружбу, да. Как бы у тебя ты можешь любить своего друга как друга, ты можешь любить подругу как подругу, ты можешь любить семью как маму или папу, ты можешь любить своего любимого человека, своего партнера по жизни. Все начинается с любви, значит, Все наоборот. начинается с любви. Значит, Любовь, она вообще правит вообще всей жизнью, всем миром, вселенной, всем. значит, вы выбрали любовь. Я всегда выбираю любовь к себе, любовь к жизни, любовь к моим близким. Самое главное, к творчеству. Самое главное к Давайте работе, про к творчеству. творчество. Вы как раз-таки Давайте, про евровидение. Вот давайте. Кычык-то любит, да, типа, что-то на остренькие темы. Ну, давайте и про творчество, потому что на самом деле я вот в какой-то момент потерял связь, я вот следил за вами, Айля Джок вышла. Да. Да. Потом что-то вот как-то вы пропали, потом перестал следить. За этот период вдруг есть те, которые так же, как и я, потеряли вас. Было ли что-то в этот период из творчества? А, была классная песня «Асылзар». Все ее пропустили. Да нет, не думаю, может, вы пропустили. Может, я пропустил, да, блин. Ну, давайте послушаем те, кто пропустил со Да. мной, вместе пошли Я слушать. еще, кстати, впервые за долгое время сняла на эту песню клип. И, Как я знаете, это не увидел? смысл всей песни в том, что мы женщины, мы Ага. друг у друга одни. Мы всегда должны друг друга поддерживать, заботиться друг о друге. Посыл песни был вот в таком, Это не про феминизм? женщин. Нет, а, там очень классные слова, их написал Хаилбек Румамбетов, Мгм. и там очень красивый смысл слов даже. Гүл қошылып атыңа, гүл жарашып, құп жарашып затыңа, ар біреу статына асылзар. То есть каждая из нас, она по-своему красива. Давайте друг друга поддерживать, да? Давайте восхищаться друг другом. Вот и женская такая сплоченность, она может на самом деле поменять мир. Мы можем вообще вот править миром даже вот если вместе все будем друг друга поддерживать и любить и заботиться друг о друге. Вот бывает же в политике есть а, сила грубая, есть поп-культура, через которую они продвигают вот какие-то ценности, да? То есть две силы, мягкая и вот, ну, грубая. Мгм. Вот женщины, они как вот мягкая сила, они работают наперед, на 10-20 Но в лет чем вперед. женская сила? Женская сила Ну, окей, как юридит, в чем сила? в чем сила, брат? Да. Мои кореша. Женская сила в заботе, М. нежности, в какой-то... Это вот, ну, женщины могут по-другому влиять на людей, М. понимаете? Просто своей любовью, своей женственностью, своим вот этим вот обаянием каким-то. Все войны-то начинались с женщин, и женщина могла и остановить войну, по сути. М. То есть женщины вообще на многое способны. Своим вот, своей заботой, любовью, нежностью они могут поменять абсолютно все. Есть много стереотипов про то, какой должна быть женщина.
Какой она должна быть? Может ли она быть разной? Она может быть разной. Есть женщины такие, которые там такие властные. Есть женщины нежные, есть мягкие, есть хитрые, есть коварные. То есть настолько все разные. И в этом-то и вся и прелесть. Если бы все женщины были одинаковыми, мужчинам было бы скучно, я думаю, в нашем мире. Да. Хорошо, Руслан. А вы себя какой считаете? Не хочу себя хвалить. Я не знаю, я не знаю, не могу такого там. Как вы считаете? Может быть, этот вопрос к вам? О, в ступор меня поставили. Ну, Не знаю, давайте. Кычих, помогайте. Услышав, как вы описываете свою песню, да, и как вы подаете, как ваша подача о женщин Кыргызстана, еще вспомните, что вы были одна из самых первых, которые подняли тему келинок. Мгм. Можно ли вас назвать феминисткой? Да, я у него спросил мнение, а он свой вопрос, да, базар? Мы спрашивали мнение вообще. Вообще-то мы хотели узнать, какая женщина Яна. Ну ладно, отвечайте теперь, что. Ну, спасли, помоги. Я не считаю себя феминисткой. То есть я не топлю за то, что мужчины и женщины равны. Мгм. Я же вот ответила на ваш вопрос, Да. что Она. там матриархат или патриархат, да? Я считаю, 100% мужчина должен быть главой семьи, на мужчине должна быть ответственность. Но я еще и за то, чтобы женщина уважала себя, чтобы женщину уважали как женщину. Не а, стесняйся. И не притесняли в семье в первую очередь, да, чтобы не поднимали на нее ни в коем случае руку, чтобы никогда ее не унижали, не оскорбляли, не принимали ее как за бесплатную рабочую силу. Вот я за это. Любая женщина, если ее будут любить, оберегать, заботиться о ней, она подарит все Наш со пророк своей стороны. говорил очень прекрасные слова. Лучшие из вас — это те, кто относится лучше к своим женам. Вот именно. Так что, женитесь, да? Женитесь, но я хочу, опять же, сказать, чтобы не торопились, да, в выборе ни в коем случае. Это нужно узнать человека, а, обсудить А вот давайте вот как раз-таки будущее. про это. Давайте. Вы сказали то, что не спеша подобрать. А не кажется ли, что, наоборот, как раз-таки этот период, он может сломать? То есть, допустим, парочка встречается, Мгм. какой-то долгий период, типа якобы узнают друг друга, но потом по итогу-то в бытовухе-то по-любому человек меняется. И потом, Конечно. сколько ни встречайся, в бытовухе человек меняется. И это может сломать, может, это не работает, как вы думаете? Есть какие-то фазы, да, в отношениях. Мгм. Допустим, первая фаза там влюбленность. Вы столько встретились, вы Ага. безумно сильно друг в друга влюблены, вы идеализируете друг друга. То есть в этот момент никто никогда не замечает плохих черт, да, друг в друге. Да, идеальный. Идеально. Вот ты думаешь, блин, я как будто его всю жизнь знала. Или как будто я ее всю жизнь вот знал, она для меня идеальная. У нас одинаковые мысли. У нас вот это. одинаковые взгляды, одинаковые мысли, вот это все. Потом, как только проходит эта самая Толк сию у нас влюбленность, говорят. тохсую, да, моя мама всегда так говорит. Толк сию. Потом эта фаза проходит, Ага. и потихоньку слетают маски. Вы начинаете, вот эта вот пелена какая-то перед глазами пропадает, да, какая-то влюбленность, может быть, утихает. И вы начинаете узнавать друг друга больше, глубже. И в этот момент как раз-таки начинаются ссоры, притирки, бытовуха. То есть это у каждой парочки так. М. Я не знаю пару, которая вообще не ругается. Но это тоже странно. Неинтересно? Нет, не то, что неинтересно, так должно быть, по сути. То есть ты человека видишь с разных сторон, изучаешь его с разных сторон. Ты смотришь, какой он в гневе, да, допустим, на что он способен в гневе. И это же важно знать перед тем, как начать строить какую-то, да, семью
этим человеком. А вот интересно. Ой, блин, из- я вопрос забыл. Что? Повторите последние слова, чтобы я вспомнил. Ну вот я про фазы, да, вот эти говорила. Вот сколько вы встречались перед тем, как пожениться с нынешним мужем? Мы встречались около года. Года? Да. А с первым мужем? Там было намного меньше. Меньше? Да, месяца 3-4, наверное. Может, это из этого исходит? Возможно. Но Я не отрицаю этот факт. мы же не можем отрицать, как лучше. Не спешите, Мы же не можем, Да. мы же никогда не можем предвидеть, мы же там не какие-то экстрасенсы или что-то такое, Да. мы же не можем предсказать этого, правильно? И вот. И потом, после вот этой фазы, когда вы уже притерлись друг к другу, узнали друг друга, вот тогда начинается какая-то, наверное, настоящая любовь такая, да, может, зрелая какая-то любовь начинается. Маски сняли и потом Маски поженились. сняли, и если вы не полюбили друг друга без масок, вы расходитесь. Если вы принимаете друг друга, готовы работать над отношениями, Мгм. то вы идете дальше. Многие, те, кто еще не вышли замуж, те, кто не поженились, они очень сильно боятся брака, вообще думают, что будет после, да? Насколько отличаются отношения до брака и после брака? То есть до семейной жизни и после семейной жизни. И плюсы. Какие плюсы, да? Чтоб женились. Да, но сейчас на самом деле очень много девочек, которые боятся выходить действительно замуж, потому что много разводов. Но плюсы есть в браке, их очень много. Человек, во-первых, рядом с тобой 24/7, да? Ты знаешь, что вы теперь уже одна команда, вы уже одно целое, да? Вы сплоченные какие-то становитесь. То есть там по-любому как-то ты лучше рассматриваешь какой-то семейный бюджет, да, допустим, такие моменты, да, вы вместе планируете какие-то праздники, вместе там планируете поездки куда-то к родителям, к родственникам, вот это все. Есть в этом очень много плюсов. Вот. Но я вот всегда своему мужу говорю, когда у нас какой-то конфликт начинается, вот это вот, черт, вот это вот. До драки не доходит, да? Нет, конечно. Я ему говорю, либо ты сейчас успокаиваешься, мы с тобой это обсуждаем, потому что мы с тобой одна команда. Либо я тебя избиваю. Нет. Либо ты успокаиваешься, и мы с тобой разговариваем, когда ты успокоишься, да. То есть важно понимать, что вы в одной команде. Вы не должны быть друг против друга. Вы должны быть, наоборот, вдвоем против чего-то, против какого-то недопонимания, против какой-то ссоры. Многие же вот становятся врагами в моменте. Такие, нет, там я права, ты не прав. Вот это все, разборки начинаются. И в этот момент важно понимать, что вы в одной команде, вы в одной лодке, и вы должны, наоборот, вместе сплотиться и побороть вот что-то, да? Какое-то недопонимание. Вот мы сейчас обсуждаем уже вот вокруг того, что многие девушки боятся выходить замуж, да? Да. Как вы думаете, это оправдано? Думаю, да. Стоит ли перебороть это и бороться с этим? Потому что у нас на прошлый год, мы в прошлом, да, подкасте обсуждали? 41 тысяча разводов, да? 41 500. 41 За 500 последний год? за последний год. Разводов 41 500. Это очень много. Это ужас как много. Почему это происходит? Как по вашему мнению? Я же не могу говорить за другие семьи. Вот чужая семья — темный лес. Правильно же говорят? Да. Ты никогда до конца не узнаешь, кто прав, кто виноват. Никогда. Просто, может быть, я думаю, кто-то торопится, кто-то кто-то с чем-то просто не готов мириться, кто-то не готов идти навстречу, да, друг другу. А у нас Это все очень индивидуально. с командой, вот мы как раз насчет этого обсуждали, мы пришли к такому выводу, что одним из факторов, наверное, является то, что институт семьи
Рушится. рушится, да, то есть, типа, вот каким он был раньше, да, это устои, да, вот это обычный, как все поступали, сейчас он разрушен. То есть в плане вот все медиа, все это влияет на нас. Ну, это же и ведет мировой тренд разводов, Да, потому да. что вот тот же феминизм, да, вот, я не хочу ущемлять права женщин, наоборот, хочется их защищать, но в какой-то степени он тоже же влияет. Много, да, факторов Да, влияет. да. И мы вот хотим с этим бороться, потому что институт семьи это же самое главное, потому что из этих маленьких семей строится большой Кыргызстан. Да. И если не создавать эти семьи, то хайда бараус, елим. Правильно, на самом деле, это очень правильные вещи какие-то. Но я честно не могу сказать, из-за чего вот разводится столько много людей, потому что действительно у каждого, ну, у каждой семьи разные ситуации абсолютно, и ты никогда не узнаешь, кто прав, кто виноват. И я не могу 100% сейчас говорить, да, в чем проблема этих разводов. Ну, конкретно свою проблему я озвучила, и это было озвучено, и я делилась исключительно только вот своим, да, опытом М. каким-то. Я не могу сказать, почему там другие разводятся. У всех по-разному. Господи, господи. Да, проблема нынешнего поколения молодежи — это парни не могут найти достойных девушек, девушки не могут найти достойных парней. Получается, Кто из них прав? не все достойны. Если не все достойны, значит, они достойны. Парадокс. У меня сейчас брат прилетел, 10 лет жил в Корее, и он прилетел сюда, чтобы найти себе жену. И каждый день приходит домой и говорит: Яна, Тапчи, да? тауперчи, как там вам? Можем помочь. Комментарий напишите. Я уже его в оставьте свою Инстаграм анкету. выкладываю, говорю: блин, девочки, пожалуйста, Забирайте. забирайте его. Вот хороший, вот достойный экспонат, хороший мужчина. Ну вот, да, действительно, это очень большая проблема. Сейчас многие девчонки не могут найти таких достойных парней, да. Мужчины не могут встретить достойных девочек. То есть это такая большая проблема, оказывается. Слушайте, здесь тоже подходят слова. Из какой суры было Аль-Муминун? Расскажите про него. Вот вы же больше знаете. Вот это классная сура, вот как раз под это подходит. Достойные женщины, как бы С достойными мужчинами. да, с достойными мужчинами, покрытые женщины к покрытым мужчинам. То есть кому ты достоин, вот какие ты деяния делал, того ты и достоин, как То есть говорится, да. суть какая? В исламе говорится о том, что мы получаем равных себе, достойных себе. То есть, и говорится, если ты хочешь найти вот такую, какую ты хочешь, Начни с себя. Есть в этом тоже правда, да. мы же вот обычно идеальную ищем, а сами-то что? Ну, блин, кстати, я знаю такие парочки, вот, которых вот, ну, они действительно очень разные. Ну, действительно очень разные. Ну, Ну, по характеру могут быть разные же. Да вообще и в взглядах разные, и вот, ну, во всем разные бывают. Может быть, они не встретили еще своих людей. Я вот даже, ну, Может, я это даже не знаю. испытание, да. Может, это испытание какое-то. М, Я не знаю. Мы же никто не знает, какие испытания нам Бог подготовил, да? Да. Мы не можем знать. Просто нужно, как говорится, все это принимать, благодарить Бога за испытания, которые Он тебе дает, и проходить эти испытания с достоинством, М, с гордо поднятой головой. Но запомните, начинать с себя, Начинай начинать с себя. себя. Да. Женитесь, уходите замуж, стройте наш Кыргызстан. С маленьких этих кирпичиков семьи института мы построим большой Кыргызстан. Да. Потому что все зависит от численности. Да, Нурсей, начни с себя. А я... Мурсий, давайте. Мы уже хотим на вашу свадьбу. Базаржа. Вы придете, споете? Конечно. Базаржа. Обещаю. Все, Юлианочка, точно, теперь что вы спела. Перед всеми подписчиками. Обещаю. Еще отдельно, да, чтобы это еще в Да. сторис показать. Обещание сделано. Да. Окей. Чисто ради этого стоит пожениться, да, тогда? Ну нет. Я же чужой. Но я брату тоже говорю, допустим, говорю, куда ты торопишься, говорю.
Вот ему 27 лет, он вот это как будто у него это время заканчивается какое-то, он так вот агрессивно ищет себе жену. Я говорю, не торопись. Вот У него... алдыңа жазылған адам, он по-любому появится. Вот кто тебе вот предписан, да, Богом, предначертан, он появится, этот человек, по-любому, рано или поздно. Ты от этого не сбежишь никуда. Я знаю, почему он торопится. Я могу его понять. Он торопится не потому, что он стареет. Давит общество. Нет, а потому что девушки хорошие. Типа, жақсы қыздар. Но твое от тебя никогда не сбежит. Ой, үйленгілі. По-любому не сбежит. Ну, даже если вот столько лет пройдет, может быть, да, ну, ты по-любому рано или поздно встретишь этого человека. Хочешь, не хочешь. Үйленгілі. Это вот прям какое... Про творчество. Да. Песня. На этом остановились. Дальше. Так. Да, мы так глубоко уходим, что уже забываем. Да, что-то мы фокус меняем. Творчество, да, вот клип был. Посмотрите. Посмотрите, да. Клип. Я вообще редко очень снимаю клипы. Да, мы про это обсуждали в первом выпуске, Да. который по ссылке в описании. Я очень редко снимаю клипы. Не знаю, почему даже. Ну, это, во-первых, затратно. Очень затратно снимать клип. Может, нету команды, которая снимет вам классный клип. Возможно. Таких крутых профессионалов, которые мы скоро набираем себе. Ну, это за кадром обсудим. Был клип, потом вышла одна из моих, наверное, самых любимых песен. Я вообще очень самокритичный человек. Вот многие мои песни даже мне не нравятся. Даже я ими вот на 100% недовольна, да. Я такой сумасшедший перфекционист в своем творчестве, который вот может докопаться до вот маленькой какой-нибудь там маленькому моменту, который вот не нравится мне, и я его слышу, он меня раздражает. Вот бывают такие. И надо исправить. Да, и как бы... А вот эта моя песня, она вот моя самая любимая. Она называется «Bir dünya». Какое название? «Biz öküzüz bir dünya». Мы с тобой один мир. Это один мир. Вот, моя любимая песня вышла. Почему она любимая? Что в ней особенного? Я люблю в ней все. И мелодию, и слова, и смысл. Все. Самые любимые строки. Biz öküzüz bir dünya был өмірде. В этой жизни мы с тобой один мир, да? Кому посвящена эта песня? Вот, не было какого-то определенного человека, который мне это посвящал. Просто как я пишу песни? Я иду не с какой-то целью, да, кому-то это посвятить. Я примерно знаю, что я хочу у себя в голове, и я иду к человеку, который пишет мне песни, Рами Спеки. И он настолько хорошо меня чувствует и понимает, что вот мы с ним садимся, я говорю, вот так, вот здесь хочу, вот так, вот здесь хочу. И все. И получается вот песня, она такая получается. Классная, красивая, широкая. Что или кто вас последний раз вдохновил к написанию песни? Кстати, я заметила, что вот Айля Джох, например, я сама написала песню. Понятно, откуда это вышло. Я вдохновлялась вот своим состоянием. Каждый раз меня вдохновляет мое внутреннее какое-то состояние или какие-то мысли, да. Допустим, «Асылзар», она была написана уже после развода. Она про вот женщин, про сплоченность нашу, про то, что мы все красивые, все прекрасные, да, по-своему. Вот меня вот это, допустим, вдохновило к этой песне. И что интересно, текст этой песни у меня был с 2018 года или 2017 года. Долго готовили. Был текст, но не было ни мотивации ее записать, ни желания. И вот тогда, после этого вот развода, я вспомнила, что у меня есть такая песня. Блин, как было бы круто ее выпустить сейчас, потому что она полностью сходится с моими внутренними ощущениями, с моими чувствами и моими эмоциями, да?
Вот слушайте, сейчас вот вы рассказали, очень интересная параллель у меня в голове появилась. Да. Айля жоқ, развод. Да. Асылзат. Асылзат. Женщины, одиночество, сильные, Да. без никого. И потом Бизякоз-Бердыев. Да. Второй раз замужество. Нет, тогда, когда я ее писала, и у меня еще не было в планах выходить. Ну, то я говорю, вы предсказали себе. Возможно, да, возможно. Есть же вот стереотип, то, что певцы повторяют судьбу строк своих песен. Есть такое. Ну вот, честно, не знаю. У вас в будущем какие песни сейчас планируются? Расскажите. У меня При Файре мы узнаем что-то. сейчас я вот вчера буквально мы записали дуэт с группой ЛС, с легендарной группой ЛС. Это вот эти легендарные лысые дядьки, да? Да. Ну, кто как их помнит, да? Я просто 2003 года, я там... Что там происходило? Ну да, это... Я просто знаю, что там есть же... Я видел, как этот бабушка, дедушка фанатели Да. от каких-то лысых дядей, которые пели. На самом деле я на их песнях выросла. Я росла на их песнях. И для меня это суперталантливые музыканты и суперталантливые люди, да, в целом. Это И какое-то Нурлан доказательство самой Мамбетов, себе, да? допустим, солист группы ЛС, Ага. я его называю мой второй папа. Мы, кстати, об этом тоже на первом Да, подкасте помните, обсуждали, мы который говорили? по ссылке в описании. Который по ссылке в описании. Он мой второй папа, и я его очень сильно люблю. Он был одним из людей, который воспитал вкус мой в музыке, который всегда в меня верил, всегда верил, что я буду петь. И у него есть самая любимая такая история, которую он рассказывает перед каждым нашим выступлением. Так получилось, что когда я родилась, мои родители и он с семьей, мы жили в одной квартире. И он говорит, и моя мама рассказывает, говорит, Аяна, ты ни на чьих руках не засыпала, вот на его руках засыпала, говорит. Вот он приходил с работы, такой, 5 минут, и ты все засыпала. Говорит. Очень знакомая история. Да. По И вот ссылке в он описании. он любит эту историю рассказывать, и Да. я его очень сильно люблю и уважаю как близкого человека, И уважение, моей конечно, семьи. бесконечное. Бесконечное, да. Это безумно талантливый артист, безумно талантливый композитор. И какая же песня у вас зародилась? У нас будет песня на английском, О, да. Он мне, кстати, писал мою одну песню на английском, тоже у меня есть песня «Раунд» называется. Автором тоже является Нурлан Мамбетов. И сейчас мы совместно уже с группой ЛС записали еще одну песню на английском. И я пока не знаю, как она точно будет называться. ну, Не скоро могу вам выйдет. название сказать, но она скоро выйдет. Есть ли еще какие-нибудь эксклюзивчики на будущее, что будет происходить? Да, есть. У меня еще планируется дуэт с Мирбеком Байке, с Мирбеком О. Атабековым. С Мирбеком Байке мы соседи. Я вам рассказывала И, кстати, в первом выпуске. мы же долго думали, через кого же позвать Мирбек Паке, как на него на связь выйти. Но мы вышли, блин, а я-то забыл, что вы здесь соседи, вы же на подкасте об этом говорили. Да. Надо было сразу вам написать. Да. К вам гости приехали, через забор перелезли, вы Мирбек Паке Не, мы подкаст уже, Хагет. к сожалению, больше не соседи с недавнего Адрес-то вы знаете? Знаю. Мирбек Паке, держитесь. Не придете, мы вас достанем. Да, и вот мы недавно... Я его знаю с 2 лет. Я была малышкой совсем, когда мы вот заехали в этот дом и познакомились, да, вот с Мирбеком Байке, с его семьей, с его прекрасной мамой, которую я очень люблю и уважаю, Дарихаджа. Мы недавно с ним встретились на выступлении, где-то там на гастролях. Я говорю, Мирбек Байке, мы столько лет знакомы, почему-то мы не записали ни одну песню. Соседи, да? Соседи! Это так легко, говорю. Он такой, да. Надо сделать песню. Но он на крысом сказал, да? О, Гарандаш. Или он на русском? Да, блин, мы вообще с ним любим очень сильно поговорить. Мы можем обсудить с ним все, что угодно. Песня будет на русском. То есть с Элес у нас будет песня на английском, и с Мирбеком Байке будет песня на русском. Мирбек Байке? Касхаэльнис? Витотос? Да, вот так вот. Очень интересная история. Что еще планируется в ближайшее время?
Из Еще планов, да. сейчас я вынашиваю такого своего ребеночка. Да вы с этим ребенком вы же всех Ребеночка испугаете. под названием, да. У меня на самом Мальчик деле или девочка? планируется такой проект. М, Очень для меня он очень масштабный и новый. Я планирую, я и моя команда, мы планируем запустить курсы по вокалу, м, где будут очень классные онлайн-уроки на крутой платформе. м. Будут классные спикеры. Каждый А, ли человек, не умеющий петь, может научиться петь? Просто за всю свою жизнь ко мне было очень много вопросов. Кто там ваш преподаватель, кому пойти на вокал, вот это все, да. Я же в одно время, когда рэпом занимался, я очень тоже сильно искал репетитора, чтобы научиться петь. Суть в том, что не у всех есть возможность ходить на курсы в Бишкеке. Да. Есть люди, которые живут вне Бишкека, да, там Мгм. в том же городе Ош, Мгм. в Нарене, в Найсукуле, Далеко-далеко, да. да, далеко-далеко, и у них нет возможности брать какие-то уроки. Мгм. В данном случае они могут открыть платформу и заниматься самостоятельно. Про инфо-цыганство. Многие же курсы, это сейчас стало вот таким очень опасным словом, да? Мы вообще презираем, на самом деле, курсы. Но мы поддерживаем курсы, где с профессиональной точки зрения все поддерживают. С Да, вашей стороны, насколько это профессионально? мы стараемся делать это очень профессионально. Ага. И я так помониторила, да, есть ли вообще такое. Есть такое в Америке, есть такое в Европе, но в странах СНГ я ни разу не видела курсы по вокалу в онлайн-формате. М. То есть своего рода мы первооткрыватели такие в Кыргызстане. Может быть, это будет еще и в Казахстане. М. Но это очень профессионально. Все. Профессионально записаны уроки, профессиональный будет педагог по вокалу, и самые лучшие профессионалы по ораторскому мастерству привлечены. Также будет привлечен психолог, который будет помогать, направлять, да, как там, допустим, снять зажимы в теле перед выступлением, да, как Блин, вот это было бы мне интересно, да, когда я рэпом занимался. будут спикеры, которые будут делиться своим опытом на выступлении на сцене, на международных конкурсах. М. То есть мы все стараемся совместить в один такой классный, интересный, познавательный продукт. Когда? А, Пока не знаю, когда, но 100% это будет либо в середине февраля, либо, может быть, к концу февраля мы уже сделаем запуск. Может, уже к выходу подкаста все появилось. Возможно, да, поэтому Мы не можем знать, зайдите в дорогие Инстаграм. творческие люди, дорогие вообще люди, которые хотят петь, которые, может быть, хотели всю жизнь петь караоке, да, классно. Этот курс для вас, для тех, кто на кого мало времени, может быть, кто не успевает ходить там на какие-то курсы вокала. Это вот для моих слушателей в первую очередь и для тех людей, которые хотели бы научиться петь. Отсутствие больших концертов наших певцов в последнее время связывают с тем, что обязали петь живым голосом. Мгм. Каково ваше мнение? А, Возможно, возможно, из-за этого. А вы Ну, почему не даете большие концерты? я никогда не давала больших концертов. У меня никогда не было большого сольного концерта. Но, на мой взгляд, то есть как бы я это хотела сделать, да, я хочу это сделать прям очень качественно и масштабно. Я хочу свой первый сольный концерт дать вот с живым составом, с оркестром, с классным организаторством, да, таким. И, наверное, из-за этого я не давала еще своего концерта большого. Сколько лайков, если мы соберем, вы сделаете концерт на Я этом очень подкасте? хочу. Я очень хочу Давайте вот про сделать. лайки. Сколько лайков должен собрать этот подкаст, чтобы вы замутили концерт? Скажу так, пик у нас, 15 тысяч, это очень много, да? Давайте 30. О,
30 тысяч лайков, и реально Ну ладно, сделал 20, да? 20, давайте 20. 20 тысяч давайте, лайков. 20. За какой период? Сколько Блин, времени? я вот просто не знаю, когда я... Думаю, месяц. Нет, месяц это мало. Это очень... Это очень мало для концерта. Я думаю, что на хороший концерт нужно готовиться как минимум Не, имею в виду, полгода. за сколько времени нужно собрать лайка? За месяц. За месяц. Да, Если за месяц мы набираем 20 тысяч лайков, вы устраиваете концерт. да, без проблем. И какому-то подписчику даже подарим билеты, да? Обязательно. Даже Поэтому- 2 билета. Да. Поэтому комментарии и лайки вообще не жалейте. Но я вот в прошлом году я работала, я была солистом в филармонии. Да-да-да. Мы об этом Это обсуждали была в моя, подкасте. да, госработа такая. И мы каждый концерт пели только вживьем. У нас никогда не было фонограммы. М. Э, Ну, это зависит уже от артиста, да? Кто-то боится давать живьем концерты, кто-то нет. Кто-то в себе уверен, кто-то нет. И это, опять же, от артистов зависит. А для вас это уже рутина? Обычное дело? Да. Ну, и в филармонии мы же пели в основном с оркестром, с М. живым звуком. Там 30 человек тебе сзади там играют, или 60 человек, да? И у тебя тоже такая ответственность. Вот эта гармония, все. Конечно, это так красиво, это так классно. Бомба, честно говоря. Да. И я, например, получаю огромное удовольствие, когда я пою с оркестром. М. Это вообще другой уровень, просто кайфуешь. Ладно, такой Скажи- мистический вопрос тогда. Говорят, не многие, а некоторые звезды Голливуда и актеры, и певцы подписывают контракт с дьяволом. Вы бы подписали бы? Нет, Взамен на знаменитость нет. всемирную. Это что за бред? Я не знаю. Я выбираю Во-первых, себе. никто не знает, правда это или нет. Это и вообще, как это должно происходить? Там дьявол тебе приходит и такой какую-то бумагу толкает, и ты ставишь свой подпись. Я не понимаю, как это вообще работает, да? Ну, я в такое не верю. Окей. А в целом есть кумиры ваши? Да, да. Ну, имеется в виду Ну, во всем мире, да? мирового уровня, да. Я всегда это говорила всем. Это всю жизнь была Селин Дион. М. Ну, сейчас она тяжело больна, да, кажется? Ну, нет, она себя лучше чувствует, кстати. Как Все дела? хорошо. Она недавно выступала и на Олимпийских играх на Эйфелевой башне она пела, и на показе какого-то крутого дизайнера она выступала. Все с ней хорошо, я очень рада за нее. Я просто переживала как за любимого артиста, я очень за нее переживала, но очень рада за нее, что она чувствует себя хорошо. Блиц-вопросы. И Да! мы будем задавать. Вы можете отвечать не коротко, как вам угодно. Мгм. Главное ответить. Окей. Первый вопрос. Когда вы в последний раз пробовали что-то новое? И что это было? Кстати, такое, что прям экстремальное, я пробовала взлететь на параплане. Ну, это было на Табите. М. Это просто нереальный адреналин. Это парашют. Ты М. разгоняешься с горы вот так и взлетаешь с парашютом. Это был просто нереальный опыт, нереальные эмоции такие были классные. Я все никак не могу решиться прыгнуть на канатке, да, прыгнуть. Особенно Но после того еще случая. да. Да, просто. Но это было супер классно. М. Это было классно. Что вы собираетесь еще в ближайшем будущем делать? Блин, я не знаю. Прыжок с парашюта? Я прыгнула с парашюта. Да, я видела, как некоторые в Дубае прыгают. Я думаю, что это супер круто. Это прям классные эмоции, мне кажется. Сколько лайков мы должны собрать, чтобы вы прыгнули, да? Я не знаю. Да, все вокруг лайков, Я да. сама очень боюсь высоты. Вот очень боюсь высоты. Но Как раз вот этот страх, да, дает, короче. вот этот страх Кайф, и да. дает вот этот адреналин какой-то в крови. Да. Да, вот. Не могу вас призвать ни к чему в этом моменте, так что продолжаем. Что последний раз заставило смеяться от души? Прям вообще ржать. Вот этого я не знаю, потому что каждый день я
смеюсь очень много, улыбаюсь очень много. Блин, ну, последний раз я была на дне рождения у своего друга. А, Это был просто один из самых лучших дней рождения, на которых я была, да. Был формат в русской тематике. Приехал русский народный ансамбль, и просто очень-очень сильно веселились, пели, танцевали. Это было супер круто. Я никогда не была на днях рождениях, где а, куда приехал бы русский ансамбль. М, Классно было. Супер. Какое решение вам далось тяжелее всего? А, Наверное, решиться переехать в другую страну. Ну, это одно из последних моих, да, тяжелых решений. Потому что с одной стороны, это было очень легко и очень сложно. Потому что я здесь оставляю всю свою жизнь. И осознавать это было сложно. Но м, я в любом случае понимала, на какие риски я иду и ради чего я это делаю. И как бы вот так, наверное. Что вы считаете самой большой роскошью в вашей жизни? Я всегда, везде, во всех своих интервью всегда говорю, что мое самое главное богатство и гордость — это моя семья, в которой я выросла. М. И я безумно горжусь своими родителями за то, что они сберегли и уберегли эту семью и всегда работали над этой семьей. Мы за традиционные ценности. Женитесь, стройте семьи. Вперед! Я просто выросла в такой семье, где я никогда ни разу в жизни не слышала, как, например, мой папа кричит на мою маму. Или как там он в ее сторону может что-то такое грубое сказать. М, Никогда не видела. Я слышала буквально, как папа мой матерится, наверное, раза в два в своей жизни. Это от силы, да? То есть папа для меня был всегда такой ролевой моделью и примером достойного мужчины. Будьте мужчины. Ладно, все, мы уже столько призываем, да? Ставить лайк не Да. забывайте. Дальше продолжаем. Какое слово вы никогда не используете, когда говорите о себе? Что я красивая. Почему? Я себя никогда не считала красивой. Конечно, все меня всячески переубеждают в обратном, но я всегда считала, что я симпатичная. Просто у меня, наверное, с подросткового периода было очень много комплексов. М, Например, у меня всегда была очень плохая проблемная кожа. Может быть, это как-то влияло тоже на мою самооценку. м. Я всегда очень самокритична к себе. Может быть, ну, вот эти факторы как-то влияли, да, на это. Ну, в комментариях все там расскажут, подробно распишут. Вперед! Придумайте себе псевдоним или имя, которое полностью описывает ваш характер. Я думаю, что мое имя самое подходящее мне, мой псевдоним. Что она обозначает? Вообще, я расскажу, да, такую небольшую историю о том, как меня назвали и почему меня назвали Аяна. М, А, Когда мама была мной беременна, я ее первый ребенок, ей приснился сон, где она видела меня. И вот прям мое лицо, что я вот лежу, Аян — это же в мгм, значении вещий сон, Аян Гельдемара, говорят же. И когда я родилась, моя бабушка меня хотела назвать, там, по-моему, Айчурёк или что-то такое было. м. Такое вот имя было. Моя мама настояла на том, чтобы меня звали именно Аяна, потому что ей вот такой сон приснился. И говорят же всегда, что имя ребенку должна давать мама, потому М. что она чувствует, какое имя дать своему ребенку, да. И меня назвала мама, Классная история. да. Вот. Мое имя означает вещий сон. Вообще, правильнее называть Аян без А. М. Ну вот назвали Аяна. Конечно. Но значение, в принципе, одинаковое. Выстраданное имя, да? Чуть-чуть. Сколько вам нужно денег в месяц, чтобы жить хорошо? Ах,
Ну, это вообще зависит от того, покупаю ли я что-то себе или нет. Не, ну просто вот жить стабильно. Жить стабильно, ну, это коммуналка, еда, такси, Да. вот это все. Ну, я думаю, что от $1000. Вот и выше. Да, потому что я посчитала так свои расходы, допустим, только за такси. 30 тысяч в месяц я, оказывается, трачу только на такси. Не легче ли водителя нанять? У меня была машина, Мгм. ну, вот в связи с тем, что я постоянно то там, то здесь, и у меня нету постоянного места жительства какого-то, да, и машину я продала, и мне М. вот сейчас приходится вот ездить на такси. Какая самая большая сумма, которую вы держали у себя в руках? Ах, если честно, я У нас все честно я рассказывают. держала 1 000 000, но это были не мои деньги. Долларов? Нет, сом. В долларах я держала, наверное, 1100. 100 Но тысяч это долларов. да. Это ваши деньги. Нет, это не мои деньги, А конечно, своих? были. Своих Зачем денег, нам чужие деньги? блин, у меня не было никогда такой большой накопленной суммы в наличке, короче. Я М. никогда вот свои деньги, Максимально сколько в наличке, вот, даже если так? ну, 10 000. На что вы их потратили? Я купила квартиру, М. да, 19 лет это было. Я купила свою первую квартиру в 19 лет. Базар же. Да. Теперь вопросы, касающиеся нашего подкаста. Так. Как вы понимаете слово «нахта»? Нахта. Настоящий подкаст. Трушный такой. М. Честный. Честный. Честный, я думаю, да, подойдет честный. Кычыка, сегодня наша гостья была честной, была нахта. Сегодня она была нахта. И последний вопрос. Кто самый нахта человек в Кыргызстане? М. Из медийных? Вообще любой. Вообще любой любой. человек. Политики, родители ваши, может, хоть туганчики, муганчики, кого угодно назвать. Наверное, опять же, это мой папа. Ну, для меня. Я сейчас не считаю там из медийных каких-то людей. Для меня это мой папа. Он всегда мой папа говорил мне иногда сложную, суровую, но правду. М. Думаю, этот подкаст стал таким инструктажем в мире отношений. Да. Да. Скоро как раз таки праздники связаны с этими. Поэтому, уважаемые мальчики, становитесь мужчинами, женитесь. Девушки, выходите замуж, стройте семьи, которые вот кирпичиками будут строить нас, Большой Кыргызстан, потому что в этом счастье. Вы это подтверждаете? Подтверждаю. Если вы досмотрели до этого момента, вам обязательно нужно поставить лайк, написать комментарий про сегодняшний выпуск, как он вам понравился или нет. Вообще пишите там, позовите еще, да, если вы хотите там видеть еще через год. Да, мы уже, получается, через время еще записались, да? Может когда-то, быть. когда Евровидение выиграет. Да. Поэтому не забывайте подписаться, поставить колокольчик и не пропускать наши следующие выпуски. И, как всегда, нахта гости, нахта ведущие и нахта чувства, потому что это нахта подкаст. До встречи в следующих выпусках. Пока.